Добрый день, уважаемые коллеги. Начался новый учебный год, мы формируем новые планы, уже решаем какие-то задачи, но тем не менее важно оглянуться назад и поговорить очень коротко о самом важном, чем завершился год столь непростой для всех, и для детей, и для учителей, год 2020. Поэтому я назвала свое выступление таким образом: ЕГЭ 2020 по обществознанию. Итоги и ориентиры 2021 года. Одну секунду, я справлюсь сейчас с техническими вопросами. Мышь как-то убегает от нас. Спасибо большое. В прошлом году, встречаясь с вами в формате приблизительно таком же, мы достаточно подробно рассматривали по заданиям части 1, части 2, размышляя о конкретных проблемах и результатах выполнения работ прошлого года. В этом году, полагаю, целесообразным остановиться лишь на общих итогах, их общих картинках, которые обозначают вместе с тем проблемные поля и зоны, которые должны быть освоены при подготовке государственной итоговой аттестации 2021 года. Уважаемые коллеги, напомню вам, что Федеральный институт педагогических измерений разместил уже на своем сайте аналитические материалы и методические рекомендации по итогам прошлого года. Подобный методический анализ результатов ЕГЭ по предметам, в том числе и обществознания, входящий в статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ в Республике Коми, размещен на сайте и КРИРО, и ПК, и РИЦОКа, и познакомиться более подробно с итогами, результатами, рекомендациями, размышлениями можно на этих сайтах. На что хотелось бы мне обратить ваше внимание. Перед вами две сравнительные диаграммы, две кривые распределения первичных баллов ЕГЭ. Это обобщенные показатели по Российской Федерации. Если внизу это 2019 год и верхняя картинка 2020 года. Как традиционно мы с вами определяем, что распределение результатов по, в данном случае, первичным баллам близко к нормальному. Обратите, пожалуйста, внимание, конфигурация даже по России все же несколько отличается. И даже общий взгляд на эту диаграмму позволяет сделать вывод о том, что при неизменном, по сути, диапазоне от 0 до порогового балла в процентном соотношении несколько увеличилось количество ребят, которые более успешно выполнили работы и сдали государственную итоговую аттестацию в 2020 году. Обратимся к результатам сравнительным, где кривая распределения баллов ЕГЭ вот в таком формате у нас, к сожалению, не совсем одинаковый подход. Это баллы тестовые Республики Коми, внизу диаграмма, и кривая распределения баллов в первичных баллах с максимальным 64 этого года по Российской Федерации. Даже вот внешний взгляд на результирующую линию общую показывает нам, что все-таки мы имеем картинки достаточно разные. Обратимся к более детальным моментам. Обратите, пожалуйста, внимание, в течение 3 лет несущественно по одним оценкам и в то же время заметно снижается число участников экзамена ЕГЭ по обществознанию. Чем это объяснить? Я думаю, что здесь есть много вариантов. Это и рационализация подхода к выбору экзаменов, изменение перечня предметов, которые требуются при поступлении в ВУЗ. Возможно, осознание того, что экзамен по обществознанию – это вовсе не простой экзамен, который можно сдать, по сути, не готовясь, что иногда звучит среди аудитории обучающихся. Но как бы там ни было. В этом году число участников экзамена было чуть больше 2000 и составляло 43,6% от общего числа участников. Обращу ваше внимание на динамику результатов ЕГЭ за последние 3 года. Коллеги, вот если в аналитических отчетах ФИПИ четко обозначена цифра фактически не изменившегося количества и в процентном отношении
не преодолевших минимальный порог, к сожалению, результаты по республике Коми заставляют задуматься и очень серьезно. Из 2052 выпускников 458 человек не перешагивают порог, что составляет более чем 1/5 часть обучающихся, сдававших этот экзамен. При, казалось бы, несколько увеличившемся среднем тестовом балле по сравнению с предыдущим годом, но поскольку изменения и в системе оценивания, и все-таки усиление дифференцирующей силы экзамена, оно возрастает, то здесь сравнение с 2018 годом уместно, но тем не менее вот последние 2 года, я думаю, сопоставимы в большей степени. Возникает вопрос, почему? Чуть-чуть даже повысился средний балл, но при всей условности восприятие среднего балла как показатель результата. Обратите внимание, в процентном отношении более чем на 2,5% увеличилось количество детей, получивших балл от 81 до 99 баллов. Это группа высокобальников, традиционно называемая. Но вместе с тем достаточно грустно отмечать, что уже 3-й год у нас нет ни одной работы, которая была бы безупречной и оценена в 100 баллов. Причем это связано как с ошибками, которые допускают ребята в первой части, так и с оценками, баллами, выставленными за вторую часть, которая является той частью работы, которая проверяется экспертами. Вот для сравнения мы можем посмотреть результаты по Российской Федерации в целом, о чем я вам уже говорила. Вот доля участников, комментарии, я думаю, здесь излишни. Доля высокобальников, смотрите, возросла достаточно существенно, но возросло и весьма существенно число и доля стабальников в 2020 году по Российской Федерации. Я считаю важным говорить об этом, потому что это прорисовывает ту конкурентную среду, в которой находятся наши дети, заканчивающие школу, сдающие экзамен по обществознанию и претендующие на поступление в вуз, где требуются результаты этого экзамена. Еще раз, диаграмма распределения тестовых баллов. Коллеги, если в прошлом году не стало сравнивать, вот цифры показателей от 10 до 19 до 29 баллов были все-таки ниже, количество тех, кто вот совсем-совсем далек от заветного порогового балла, здесь, конечно, вызывают тревогу. Ну и по-прежнему самая большая группа обучающихся у нас в диапазоне от порогового балла до 69 баллов. Посмотрим дальше. Уже традиционно мы с вами обращаем внимание на диаграмму, которая показывает результирующее выполнение заданий части 1, причем разными группами обучающихся. И если мы оценим даже внешне вот эту диаграмму, то мы обратим внимание, что в целом общая динамика выполнения заданий участников ЕГЭ из разных групп совпадает, различаясь лишь по глубине подъемов и спадов. Чем выше балл у обучающегося, тем глубина меньше. Но есть и отдельные весьма существенные расхождения в динамике успешности выполнения разных заданий участниками ЕГЭ разных групп. Ну, вы владеете в абсолюте, я полагаю, информацией о том, что из себя представляют задания первой части. И здесь мы можем говорить о постоянной успешности выполнения задания 12. Это задание относится к блоку социальных отношений, но представляет собой, как вы помните, задание, которое, в общем, предполагает умение извлекать информацию из различных источников. Вот встревожила в этом году ситуация, что традиционно, помните, первые три задания, 1, 2, 3, они у нас предполагают проверку умения на разном содержательном материале. А задание 4, 6 – это задание блока «Человек и общество», которое традиционно выполнялся на очень высоком уровне. Вот в этом году здесь запало 4-е задание, а это, как вы помните, блок «Человек и общество». Мы не владеем достаточной информацией, чтобы предположить, что в этом вина лишь, не вина, вернее, а причина этого лишь содержание задания. Мы можем лишь предполагать, что именно в этой части 4-е задание, как правило, связано с вопросами познания.
Они традиционно вызывают затруднения, не был исключением и этот год. Далее блок «Экономика». И опять при достаточно высоком уровне выполнения задания номер 7, вот он пошел подъем, мы запали на 8-м задании, это «Экономика». 10-е задание практически безупречно выполнено группой высокобальников и вместе с тем по-прежнему вызывает затруднения у иных. Здесь хотелось бы обратить внимание на задание номер 16. Помните, впервые в этом году это задание оценивалось 1 баллом вместо 2. Полагаю, что это одна из причин возможных, что знаниевое, по сути, задание, как говорят иногда учителя, задание на выучить, вызвало такие затруднения, потому что уже одна ошибка, один дистрактор неверно выбранный приводил к тому, что результат обнулялся. И если посмотреть в целом на показатели выполнения части 1, то, к сожалению, мы можем по-прежнему констатировать, что западают задания, и очень существенно западают задания, которые связаны с понятием, с понятийным рядом. Причем не только узнавание, что в меньшей степени вызывает затруднения в задании номер 1, вот в группах ребят, набравших достаточно высокий балл, выполнено успешно, у высокобальников просто 100%, но уже с 3-го задания начинаются проблемы. Задание номер 20, прошу вас обратить внимание, это работа с понятиями в заданном контексте. Требует внимания, несомненно, полагаю, вы эту позицию мою разделяете. Если мы обратимся к выполнению заданий части 2 разными группами обучающихся, то здесь картинка несколько иная. Более четкое совпадение динамики выполнения заданий, при этом сохраняются различия глубины подъемов и спадов соответствующих уровней подготовки участников экзамена. Напомню, что лишь задания 21 и 22 в этой части контрольно-измерительных материалов – это задания базового уровня. И если информацию в явном виде из текста извлекать научились почти 60% ребят, не преодолевших минимальный балл, то как только задания усложняются, кривая результативности сразу идет жестко вниз. Еще на что хотелось бы обратить внимание. Вот посмотрите, 23-е задание, 26-е, однотипное по сути своей, требующее конкретизации теоретических знаний на примерах. Они по-прежнему вызывают очень серьезные затруднения. Но как бы несколько обнадеживает, что 25 задание 25 по критерию К1, где требуется объяснить сущность понятия, вот выполнена частью даже тех ребят, кто не перешагнул пороговый балл. Но, полагаю, это в том числе связано и с усовершенствованием критериев оценивания, которые позволяют даже частично верный ответ уже расценивать и оценивать, точнее, каким-то баллом. Не полным, но тем не менее. А вот уже 25К2, вот оно, контекстные задания, где понятия должны использоваться в контексте составления предложений с заданными заданиями, сразу вызывает затруднения даже в группе высокобальников. Ну и, в принципе, аналогичная картинка у нас может быть прослежена в связи с заданиями на проверку умения работать с понятиями. И в задании 28, потому что, посмотрите, задание 28К1 – это составление плана по заданной теме, а 28К2 – это, по сути, балл за безупречность, да, за точность. Такой вот балл, ну, призовой его иногда называют. И здесь очень большие сложности. То есть балл, который бы показывал абсолютное владение и понятиями в том числе, он сразу западает. Если значительное количество ребят, даже среди тех, кто выполнил, не перешагнул пороговый балл, как-то стали справляться с определением основной идеи в задании 29, которое требует написания мини-сочинений в альтернативном варианте выбора темы, то теоретические знания нас подводят. Вот тот критерий К3, как я его называю, оценивающий логику, системность размышления, собственно, сочинение, умение в контексте заданной темы использовать и понятия, и теоретические положения, он опять проваливается. И вновь примеры 29К4. То есть есть основания говорить о неслучайности тех проблемных точек, которые обозначают вот эти диаграммы.
Я предлагаю вам взглянуть на результаты выполнения заданий по уровням сложности разными группами, участниками ЕГЭ. Но здесь полагаю, что никаких особенных неожиданностей у нас нет. Вот может быть маленький парадокс, что задания повышенного уровня сложности, которые располагаются у нас в первой части, выполнены большим процентом, впрочем, как и в прошлом году, теми ребятами, которые не перешагнули пороговый балл. Но это вопрос, который рассматривается на уровне предметной комиссии разработчиков. Возможно, здесь какие-то детали, но картинка в целом достаточно явная для того, чтобы представить ситуацию. Группе высокобальников, то есть от 81 балла до 100 баллов, у нас значительный процент ребят, которые выполняют задания повышенного уровня, но не 100%, даже базы. Есть над чем работать. Вот здесь, я думаю, что нет оснований и, в общем-то, временной возможности детально комментировать эту диаграмму. Обратите, пожалуйста, внимание. Здесь сделана попытка сравнить результаты выполнения заданий части первой разными группами участников по тем данным, которые у нас имелись, и мы могли сопоставить эти группы. 2 лет. Тоже получаются интересные весьма моменты. Вот 12-е задание у нас лидер. Здесь и комментарий излишний, да? Но тем не менее какой-то четкой заданности, четкого совпадения вот этих кривых выполнения заданий, в общем-то, не вполне наблюдается. Но что приятно, на мой взгляд, отметить, что задание 10-е, помните, экономическая задача, в этом году группами ребят, которые более результативны, выполнены значительно лучше. Проанализируйте, пожалуйста, при желании вот эти данные и как-то постарайтесь преломить это к ситуации в вашей конкретной школе, может быть, в конкретном муниципалитете, с тем, чтобы поразмышлять. Аналогичная картинка по выполнению заданий части 2 тоже в сравнении 2 лет. Ну вот, как видите, та группа ребят, которые не перешагнули пороговый балл, ну, показала даже чуть, может быть, меньшее освоенность. По большому счету совпадают кривые, но тем не менее, видите, проблемы с 29К1, то есть понимание идеи высказывания, способность сформулировать какую-то мысль самостоятельно вызывает затруднения, но тем не менее все-таки обнадеживает вот вопрос, вернее вариант того, что не сдают позиции по целому ряду предметов те ребята, которые выполняют на достаточно высоком уровне работы и второй части, где в основном, начиная с 23-го, задания высокого уровня сложности. Эти диаграммы для самостоятельного обсуждения и возможного анализа. Соотношение процента выполнения заданий с точки зрения уровней их вот перед вами. Ну, собственно, мы это уже видели, здесь тенденция просматривается достаточно четко, с моей точки зрения весьма обнадеживающая. Мы можем готовить лучше, мы можем добиваться более высоких результатов даже в условиях экстраординарных, которые были связаны с переходом на дистанционное обучение. Но все-таки особая тревога здесь связана с группой тех, кто выбирает экзамены, я надеюсь, все-таки в значительной степени осознанно, но не достигает порогового балла. Уважаемые коллеги, если посмотреть на результаты с точки зрения выполнения заданий по тематическим блокам, такая возможность у нас есть только по заданиям части 1, то здесь ситуация вырисовывается следующим образом, если коротко. Традиционными лидерами успешности являются блоки социальных отношений и человек-общество. Однако, как результаты в разных группах участников, так и средний показатель выполнения по сравнению с предшествующим годом в группе заданий социальные отношения снизился. Модуль «Человек и общество» тоже в лидерах, но посмотрите, пожалуйста, тоже идет снижение. Вот, по всей вероятности, тот провал по заданию 4 в первой части обусловил эту цифру. Самый низкий процент выполнения заданий, как и в предыдущем году, по модулю «Политика». Несмотря на повышение среднего показателя выполнения по сравнению с 2019 годом. Вот в значительной степени такой результат связан с низким уровнем выполнения заданий 14 группами, не достигших минимального балла и от минимального до 60 тестовых баллов. А задание 14, вы помните, это задание тоже
которое мы иногда называем задание на выучить. Это задание, связанное со знанием Конституции Российской Федерации. Я прошу вас обратить особое внимание на него, поскольку об этом уже было сказано на вебинаре ФИПИ, будут внесены изменения в связи с поправками, внесенными в основной закон нашей страны. И именно в блоке политика, вот дополню эту картинку, наблюдается максимальный разброс выполняемости заданий. Но приятно отметить, что все-таки по экономике мы подросли в качестве выполнения, в результативности выполнения этих заданий. Но, думаю, имеет смысл все-таки обратить внимание на блок и человек, общество, и социальные отношения, которые в последнее время как-то выпали из поля внимания. В блоке человек, общество по-прежнему самой проблемной содержательной составляющей остается элемент гносеологии – это вопросы познания, которые вызвали в этом году затруднения, и в одном из заданий, которое было предъявлено во второй части, было связано с необходимостью приведения примеров тех форм чувственного познания, которые, казалось бы, известны всем. В этой ситуации, обобщая, с моей точки зрения, проблемными точками обществоведческой подготовки могут быть названы: первое – работа с понятиями. Второе – применение социально-экономических и гуманитарных знаний в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Это наше любимое задание на конкретизацию примерами. Раскрытие на примерах изученных понятий и теоретических положений социально-экономических и гуманитарных наук. Это составление плана по определенной теме. И это объяснение внутренних и внешних связей, причинно-следственных и функциональных, изученных социальных объектов, формулирование собственных суждений и аргументация по определенным проблемам. К сожалению, это проблемное поле не ново, но тем не менее приобретает новые акценты. В этой ситуации лишь обозначу, уже не характеризуя конкретно по заданиям, типичными ошибками в обобщенном виде, с моей точки зрения, могут быть названы: непонимание содержания задания, невнимание к количеству элементов задания. Это задание 21, 22, да, впрочем, и остальные. 27-е задание, задача было связано с этой же проблемой. Уход от смысла, улавливание каких-то общих знакомых терминов и непонимание смыслового звучания того, что требуется. Непонимание смысла понятий на уровне попыток механического воспроизведения, что приводит к тому, что порой парадоксальные ситуации складываются. Так, например, уголовное право в одном из ответов было определено следующим образом. Уголовное право – это право, решающее преступление путем наказания. И на апелляции ученик пытался доказать, что он имеет право на такую точку зрения. Такую точку зрения имеет право, но тем не менее говорить о результативности выполнения задания 25-го мы права не имеем. По-прежнему сохраняется ошибочным, вернее, обуславливает очень многие ошибки непонимание терминологических различий между обоснованием, комментированием, примером, аргументом. Коллеги, мы не имеем права оценивать самые замечательные комментарии, если задание требует приведения примеров. Такие случаи были. Ну и несоблюдение инструкций по выполнению заданий, к сожалению, тоже является не собственно типичной ошибкой, а скорее приводит к тем ошибкам, ну, в общем, является и ошибочным само по себе. Прошу вас обратить внимание на эти позиции. Безусловно, они слишком общо обозначены, но вместе с тем, как я уже говорила, применительно к конкретной образовательной организации, конкретному муниципалитету могут быть конкретизированы. Вот это слайд из последнего вебинара, который провела Татьяна Евгеньевна Лескова. Как видите, ориентируясь на демонстрационный вариант 2021 года и те ошибки, те проблемные точки, которые нужно учесть, можно говорить о том, что наши проблемные точки в полной мере совпадают с этими ориентирами. Ну и, наконец, что же делать в ситуации вот такой проблемной зоны? Безусловно, в этом есть часть субъективного моего видения ситуации. Это приглашение к размышлению и вместе с тем позиция. Полагаю, очень важно оперативно сопоставить результаты учебного года и единого государственного экзамена с планируемым. Причем это очень важно уже потому, что экзамен по обществознанию – это экзамен по выбору в рамках ГИА. Нельзя допустить подмены подготовки государственной итоговой аттестации, вернее, изучения предмета, подменить целенаправленный и только на это ориентировать образовательный процесс.
Второе. Проанализировать итоги, дать ответы на вопросы. Каковы проблемные зоны в конкретной ситуации? Чем вызваны эти проблемы? Каковы возможные пути, какой путь вы выбираете? При необходимости внести коррективы, уточнить учебно-планирующие документы. Все-таки они определяют ту траекторию движения, траекторию изучения обществознания и подготовки к государственной итоговой аттестации в том числе. И обратить особое внимание на виды учебной деятельности обучающихся, потому что иногда вот когнитивные задачи, задачи содержания, они просто подминают те навыки, которые потом проверяются и не всегда успешно демонстрируются на экзамене. И принципиально значимо, на мой взгляд, определить актуальное информационное поле. Практически использовать материалы сайта ФИПИ, причем использовать, коллеги, читать с карандашом в руках и реально выстраивать для себя вот такое поле информационное. Потому что на сегодняшний день та информация, которая у нас в социальных сетях размещается и гуляет, ну, требует либо особого размышления, но вызывает очень большие вопросы самого разного рода, вплоть до этических вопросов. Коллеги, вот здесь перечень тех материалов и документов, которые обозначены в аналитических материалах ФИПИ, упомянутых мной и размещены на сайте. Последний вебинар, о котором упоминала я, и который был проведен вот совсем недавно, в 10 числах октября, ссылочка на YouTube, и эту ссылочку тоже можно найти на сайте Института развития образования. Что еще, на мой взгляд, важно сделать? Начать работу по подготовке ЕГЭ, как мы с вами договаривались, с детального рассмотрения КИМов текущего года. В этом году принципиальных изменений не ожидается. Об этом уже в проекте спецификации заявлено совершенно четко. И особое внимание прошу вас уделить критериям оценки заданий части 2, включенным в демонстрационный вариант. Непонимание того, как оценивается задание, приводит к апелляциям совершенно необоснованным. Зачастую ребята останавливаются на выполнении демонстрационного варианта, взгляде на него, но тем не менее не понимают, что стоит за этим. Любые инструкции, любые комментарии, они принципиально важны. На уровне как оперативном, так и на уровне ближайшей перспективы. Сохраняется задача планировать и осуществлять работу по изучению предмета и подготовки к ГИА с учетом 3 важнейших аспектов методики подготовки. Коллеги, здесь ключевое слово, на мой взгляд, реалистичные цели. Мы понимаем, что даже результаты мы рассматриваем по группам обучающихся. Думаю, что комментарии здесь не нужны. И особое внимание даже в этом, так сказать, в этом напоминании, которое из года в год не уходит со страниц и рекомендаций ФИПИ, это внимание к ключевым понятиям обществоведческого курса, на которых он и выстраивается, и развитие метапредметных умений, а также работа с практикоориентированным контекстным материалом, причем с фокусом на рефлексии и обогащении личного социального опыта обучающихся, что позволит в конечном счете избежать вот тех низких баллов, которые дети получают на соответствующих заданиях, за соответствующие задания, проверяющие эти умения. На уровне ближайшей перспективы, я думаю, что целесообразна работа коллективная. Как школьных МО, так и муниципальных МО, может быть, даже РМО. Значительно больший перечень возможных тем практикоориентированных семинаров предложен в методических рекомендациях. Обратите на них внимание. Я думаю, что здесь есть интересные моменты, и очень важно, чтобы и на семинарах была не только теория, но и была практика, что, собственно, сегодня вот и предлагается. Ну и, наконец, коллеги, стратегически, оперативно, на уровне ближайшей перспективы по-прежнему остаются важнейшие задачи планомерной и системной работы по развитию культуры мышления и речи, универсальных учебных действий, навыков смыслового чтения и функциональной грамотности при изучении обществознания. Коллеги, напомню вам, обратите внимание, без комментариев, что то, что мы называем универсальными общеучебными действиями, это не просто термин, который вот звучит, потому что это так сегодня современно. Это совершенно реальные задачи, которые ориентируют нас в процессе преподавания и подготовки государственной итоговой аттестации. Ну и, наконец, еще один момент, коллеги. Очень прошу вас обсудить на уровне, может быть, не только методических объединений, но и педагогических советов. Это дело коллективное.
проблемы смыслового чтения и задачи формирования и развития этих навыков и умений. Потому что смысловое чтение проверяется не только в заданиях 21 и 22 в тексте нашего обществознания. Смысловое чтение – это и понимание того, о чем нас спрашивают. Это понимание и трактовка заданий, это умение выделить главную мысль, умение понять любое задание, в том числе и части 1. Точно и полно содержание любого текста уловить детали и практически осмыслить извлеченную информацию. А потому очень важными по-прежнему сохраняются поэтапность, последовательность, системность работы. Как мы уже говорили, реалистичный и индивидуальный подход при определении целей. В данном случае использование чужих рабочих программ или каких-то общих материалов без учета той аудитории, с которой вы работаете, это результат на минус. Очень важная проблема. Прошу вас обратить внимание, самое серьезное. Не подменяйте теоретическое содержание курса его бытовыми представлениями. К сожалению, на это ориентируют очень многие, так сказать, материалы, которые размещаются порой в целях вроде как добрых популяризации предмета на просторах интернета. Работа с понятиями, работа с текстом, постоянное сочетание теории и практики, неукоснительное следование критериям при оценивании, причем как в процессе текущего контроля, вашего итогового контроля, так и объективность оценивания в конечном счете, полагаю, позволит нам результаты улучшить. И уже быть спокойными за своих детей, что они составят достойную конкуренцию тем, кто в этом году оказался чуть впереди выпускников нашей республики.